Друзья, всем привет! Вы сегодня смотрите Найзадай подкаст. Скорее всего, он будет в формате 9:16. 16:9, знаешь, инста-формат, где Бонжорно. такой узкий, что как раз всего два человека помещается. Слышал про такое, Сула? Майкл, давай начинать, пожалуйста. Что-то Да, Сула, наш боец KZ, больше никого в студии сегодня нету. Сула, мне уже сегодня нервы измотала. Виктория уже, короче, есть со своей Джей-Ло. ты Я, отпустил я все-таки, да? была на Джей-Ло, говорит. И понимаешь, если бы он сказал, я была там, я не знаю, там, в ЦЕРНе. Разгоняла частицы. Да, Джей-Ло. Ты не И ходил? чё? И чё? И чё? Не ходил? Нет, я не ходил. Ты, Я кстати, на концерты не ходишь. на концерты Джей-Ло. Вообще, в Я принципе. хожу на Джей-Ло исключительно в Астане. Шучу. А? Кто? Айгерим, вы говорите погромче? Вас не слышно здесь. Да, Герим нас решила оставить вдвоем. Вот, при этом сама в кадр почему-то не хочет заходить. И Ваш Женя же нам тоже отпуск, не предложил. Айгерим. Что вы здесь делаете? Сула, есть Да? что-то интересное на неделе, что ты хотел бы обсудить? Вот прошел UFC, Fight Night, Чимаев, Дюплюси. ну это будет... Будет, да? А что прошло? Прошел Долидзе Хернандес в целом, такой бодренький турнир достаточно был, но я так Да, понял, ты не дофига, смотрел. кстати, нокаутов, да, был. Я смотрел, короче, нарезку, такую выжимку там. Да, там был классный нокаут с Лэмом, Били там прям был жестко. классный от Медича нокаут тоже, там Да, они да. зарубились. В целом, типа, ну, прям... Я в этот раз думал проспать UFC, потом начал смотреть, там особенно началось с двух унылейших сплитов. Ну, не унылейших, ладно, просто с двух сплитов не супер интересных. И потом прям пошли, короче, яркий бой за ярким боем, поэтому мне пришлось досмотреть до конца этот турнир, хотя я вообще прям не планировал. Вот, ну ты только главный, да, бой вечера смотрел? Я вообще не смотрел. Вообще не смотрел. Ненавижу UFC. Я смотрю только Октагон. Чешский, да, который как раз Че... был. Нет, наш. Кстати, был просто в этот же день и чешский октагон, казахстанский нет, он будет, по-моему, на следующей неделе. Был чешский октагон в этот же день, PFL Меня, Африка. прикинь, я хотел, короче, журналиста отправить на Октагон, который вот недавно же был в Алмате. Я хотел, ну, короче, чтобы аккредитация, все такое, не аккредитовали, прикинь. Знаешь, какой ответ был? Я Интересно. не буду говорить, кто мне это... Но, блин, я сейчас прочитаю. Но сказали, что так долго я, короче, оказывается, кровь пил октагоновскую, что я перешел все берега. И типа, ну его нафиг, короче, весь наш боец. И октагон меня не аккредитовал. А я хотел послать этого журналиста. Я сам не хотел идти. Не дали, короче, аккредитацию, прикинь. Вот она. Сложность, да, журналистской профессии. Я, короче, в шоке. Я потому что просил там через человека еще. Говорю, попроси, говорю. Он говорит, братан, вот, извини, вот так вот. Жесть, короче. У тебя уже, знаешь, должен быть список мест, куда тебя не пускают. Я думаю, меня только сейчас в Найзу пускают. У меня такое впечатление, что только в Найзе мне рада, короче. Реально. Ай, офигеть. Офигеть. Окей. Что еще у нас было интересного? Что еще было интересного? Я сгонял в Астану на Дала Кэмп. Я только хотел сказать, тебя же еще на Далафайтинг пускают. На Дала Файтинг, да, меня пускают. Они в августе... нет, или когда? Что-то Вася говорила, что сейчас уже не помню. Ну, в общем, я был на Дала Кэмпе. Мгм. Там целую неделю. А что это? Это типа сборы? Да, это, короче, сборы вот именно представителей Дала Храндара, да, участников со всего Казахстана, там 1000 человек, там лагерь, короче, прикинь, я офигел, короче, просто жесть какая, Это ММА, да? молодежь. Или это просто какие-то Это, спортивно-оздоровительные во-первых, сборы? это же, видишь, это типа общественное, молодежное общественное, короче, объединение, да, Джастар Барлистега, короче, да, и там были представители со всего Казахстана, около 1000 человек. В прошлом году они говорили, там что-то 100 человек или что-то в этом роде. А сейчас, короче, 1000 человек. Прикольно было, мне понравилось. Тито я А что там увидел. происходит там? Ну, народу много. Окей. Слушай, там было очень много разного рода там, во-первых, лекций по вот теме, короче, что вот, распространение, короче, продажи наркотиков, да, запрещенных препаратов, как с этим бороться, как бороться с суррогатным алкоголем, то, что продают суррогатный алкоголь, короче, да, ну, Короче, что-то общественно-политическое, типа такое? вот там, в общем, много... В пятницу, друзья, на наш боец выйдет большой выпуск.
где будут интервью и организаторов этого Далакэмпа, и лидеров общественного мнения, и спортсменов. То есть там и министры приезжали, короче. Ну, я там одни сутки переночевал в палатке, где мои вещи. Я пошел домой. Такси. Далеко, короче, было. Я не особо любитель таких вещей, но мне по-настоящему понравилось. Там они 2 трибушета построили, прикинь. Они из трибушета стреляли. Там, короче, кузнец был реальный. Пейнтбол они замутили, страйкбол замутили. То есть они, молодежь, именно вот заняли чем-то. Были лекции вот именно по патриотизму, по вообще, в принципе, о том, каким должна быть молодежь, как препятствовать, опять же, вот распространению и продаже запрещенных препаратов, алкоголя. Было прикольно. Я на самом деле думал, что там был момент один, лекцию читали, и мне казалось, то, что нагнали туда просто людей, чтобы тупо сидели и читали. Нифига подобного. Потому что там что-то один что-то заговорил, и этот лектор встал, такой говорит: ты, братан, давай, если тебе не нравится, я же с самого начала сказал, идите. А там борьба, короче, идет. Там между собой организовали борьбу, короче, знаешь, там вот эти вот тюки из сена поставили вокруг, и все, борьба, короче, на поясах, до броска. И там толпа, там аур, короче, настоящий. Говорит, вон там борьба, идите, там классно. Нифига, человек 40 осталось. И я сам с большим интересом послушал лекцию по вот как бороться с суррогатным алкоголем. Мирбулат Таитов, чемпион Казахстана по боксу, вот он как раз таки проводил эту лекцию. И я прям, на самом деле, я впечатлен. Классно было, мне там понравилось. И я взял там несколько интервью у Сергея Цирюльника, взял интервью, знаешь, да, который самый сильный в Гиннесе. У Фирзы Шариповой взял интервью. У Васи Тахтая, это вот из спортсменов и лидеров общественного мнения. И уже у организаторов. Классно было, классно. Это получается, что лом сгибает лом. Лом сгибает лом. Ну там Серега, конечно, жесткий лом. Жесткий лом, да. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Достар, біздің ұжымымыз бұл жерде енді түні күні ұйықтамай жұмысын жасап келатыр. Оның мен соны көре отырып сіздерден бір нәрсе сұрағымыз келеді. Мына видеоларды көре тұра сіздер көптеген көрсетілім бересіңдер, бірақ кейбірлерің жазылмай қаласыңдар және пікірлерің жазбай қаласыңдар. Сіздерден сұрайтынымыз, жазылыңыздар, мына қоңыраушаны басып қойыңыздар және де пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біздер үшін ол өте керек нәрсе. Сондықтан күтеміз. Давай, раз у нас все равно Так, тем не накопилось, вот, давай поговорим про грядущий UFC 319. Давай твой прогноз. Чимаев, Дюплесси. Ну, у меня фаворит Чимаев. Так, Вот, как победит? Мне кажется, он... Только финишем? Ну да, тут типа тоже такой банальность не хочется говорить, что там с 3-го раунда уже все
будет в сторону Дюплесси. Мне кажется, просто Думаешь, с Дюплесси... третьего? Да. Дюплесси, может быть, и не доживет до третьего раунда, потому что, ну, я вот сейчас вижу фаворитом Хамзата, потому что мне кажется, что с Дрикусом борцы не работали в UFC даже. Вот у него не было ни одного прям соперника такого явного борца. Были в основном ударники, и он своим хаосом чужую ударку может переиграть, но если мы говорим про какие-то такие низкие проходы в ноги, не совсем понятно, как вот он будет от них защищаться. Все равно он там и базовый кикбоксер, да, он очень сильный физически, но опять же здесь дело, наверное, техники. Это интересно будет посмотреть. Не могу сказать, что это там типа прям такая жесткая какой-то фаворит, но такой, я бы сказал, 70-30 для меня сегодня. Ну, 70 это прям Чимаев. жесткий Не, фаворит. жесткий 10, Больше, чем в 90, 2 раза. 90 на Ну, 10. если что. Больше, чем в Ну, 2 раза. больше, да. Прям жесткий. Больше, это же прям Ну, жесткий это фаворит. шансы, да. Ну, говорю, 90 на Сказал бы 10. 60 на 40 Нет, еще бы 60 я на сказал, 40 да, нет. окей. Я Да, все-таки даже говорю, так. Даже я так. вижу, Нифига что себе. есть прям преимущество точно в первом-втором раунде, а дальше я Мгм. уже не знаю, как будет. И вот у Дрикуса я не видел пока защиты от борьбы. Вдруг она есть, я тоже не знаю этого, потому что пока он этого не показывал. Плюс он все равно же тренируется именно в своем зале. И Мгм. прям каких-то там элитных борцух, может быть, он тоже их скрывает, но я не видел в кемпе. Вот, либо он какую-то очень такую хитрую игру делает, потому что все равно Хамзат Чимаев — это элитный борец, он и там с вольниками, с крутыми там работает на уровне, и, в принципе, мы сами видели, насколько просто он расправлялся с Робертом Уитакером в борьбе и другими тоже бойцами, поэтому вот интересно, на самом деле, как все это пройдет, но сегодня я вижу прям жестким фаворитом Чимаева. Вообще, Чимаев, да, чеченец, казахи и чеченцы — это не просто братские народы. Одно время нас общая трагедия, общее горе сплотило наши народы. Я однозначно болею за Хамзата Чимаева. Но под Дрикуса Дюплесси, знаешь, он как будто бы всегда андердог. Вот Дюплесси как будто бы вот... Я вот не помню такого темы, чтобы можно было посмотреть, да, и заранее кто-то сказал бы, что Дюплесси, ну, по крайней мере, вот последние, крайние несколько поединков, что там говорили, ну, вот он все-таки, наверное, фаворит. Он как будто бы всегда выступает каким-то андердогом. Ну, у него оппозиция хорошая была, просто вот тут вопрос, что оппозиция была из ударников, то есть у него там Адесанья, Шон Стрикленд, Витакер, и говорю, что тут именно стилистически он против ударников хорошо работает. А как он работает против борцов, я не знаю. Может быть, здесь тоже хорошо. Вот мы узнаем это там в бою с Я Чимаевым, просто но- думаю, я к чему это говорю? Я, во-первых, болею за Хамзата, сразу говорю, но мне кажется, победит Дюплесси. Потому что все-таки вот яркий пример, как надо биться с Хамзатом. Алена, это был... и никто не слышал, да? Интересно. О чем я говорил? Не, Про- пускай Алена ответит. О чем я говорил? Я не помню, о чем я говорил. Виктория всегда тебя слушает. Все понятно, Алена. Я токсичный человек. Да я шучу, Алена. Я же вас люблю. Мне кажется, братан, у них был яркий пример с Усманом. Мне кажется, они будут работать, они видели, что нужно делать, чтобы 3 раунда или 2 раунда, чтобы выдержать это, во-первых. Во-вторых, все-таки Усман не такой крупный, как Дюплесси. Это все-таки не его вес, по большому счету. Да, он там типа из себя вышел, вытащил все, что мог. Но все-таки мы его воспринимаем как бойца в 7-7. Камару борцуха. Вот тут я же говорю. Борцу, ну, возможно, но я вот больше Камару, конечно, воспринимаю как универсала, чистого универсала. Для меня вот он, вот борцуха для меня это все-таки больше Билал. Вот Билал, я скажу, борцуха. А Камару для меня он все-таки больше универсал. И вот то, что у Хамзата не получилось финишировать Усмана, конечно, тут, наверное, звоночек все-таки какой-то. Вот именно 84. Хз, как будет 7-7, Ну, 7-7 уже не будет, я думаю, у Хамзата Чимаева, хоть он и но говорит. он же что- вроде там Ну, говорит. говорить там, да, можно много, но он реально крупный. Он стал намного Но я крупнее вот, даже, чем допустим, был. вот по процентам я сказал все-таки 50 на 50. Не, ну, Вот Сула, это ты только больше. что сказал, что Дрикус Больше, может больше. выиграть. Я, ну, больше, ну да, но мне кажется, да, Дрико все-таки 55. Нет, давай вот так, чтобы это было прям явно. Пускай это будет 52 на 48 в сторону Дрикуса.
Ну, окей, хотя бы не 50/50. Ну, Окей, там 4% это очень даже интересно. окей. Ну и за счет того, что типа с физушными не получается, да, у Хамзата или как? Наверное. Наверное. Потому что вот я говорю же, вот опять же складывается такое впечатление с Дрикусом, да, вот как и вот его предыдущего поединок, к примеру, да, с этим, с Адесаней. Ну вот как будто такая тема, вот все, Дрикус 100 пудов проиграет, 100 пудов проиграет. А он раз, короче, и не просто выиграл, он финишировал. И здесь как, то есть вот это вот давление на него, да, то, что ты проиграешь, он нифига, он на эту тему не покупается никак. Он выходит и свою тему показывает, и показывает ее достаточно классно. И вот эти вот моменты, что он, если его, так скажем, да, роняют, на жопу сажают. Но я понимаю, что с Хамзатом будет немного другая тема. Он не теряет самообладание. Да, у него такой паники нету. Вот он терпеть может. И вот, знаешь, вот один из комментаторов UFC говорил, я вот прям очень сильно с ним согласен. Не знаю, насколько это будет классно работать с Хамзатом, да, вот по функционалке. Как будто бы устал, да, Дрикус, но ниже какого-то порога Дрикус, да, Дипруси, он никогда не опускается. Трикуси. Дрикуси, блин. Он выиграет, мне кажется. Окей. Вообще карт на самом деле классный. Также добавили туда 2 пары финалов The Ultimate Fighter. Еще не добавили, по-моему. Добавили уже. Разве? Да, был... А есть разве? Еще же неизвестно, Не вышла типа. серия, да. Еще же типа Не вышла неизвестно. серия с Данилом Донченко. Подождите, Виктор. Я не видел. Покажите мне, Виктория. Нет, я серьезно говорю, потому что... Не, официально не вышел, как раз когда вышел официальный анонс на как раз турнире, где дрался Долидзе и Хернандес. Там стояла пара, где вместо Донченко стоял 3 буквки TBA. Вот, о том, что типа боец еще выясняется, да, кто будет в финале. Но да, уже такой секрет Полишинеля. Данил Донченко вышел в финал. Также Альби Идрис тоже вышел в финал. И, может быть, у тебя есть какие-то мысли по поводу их боев? Это будет, наверное, один из самых красивых боев. Причем и прикольно, самых что они открывают турнир оба. ответственные поединки однозначно, да. Тут надо понять то, что... да и во всем, наверное, в этом ТАФе самая главная фишка в этих боях, то, что пацаны будут биться прям до конца. У них там нету шага назад не должно, у них нету его, у них нету контракта. Нет такой темы, типа, ладно, я этот могу, может быть, как-то теоретически проиграть, у меня еще по контракту там есть 3 поединка. Нифига. Тут прям будут, короче, прям до крови, до слез драться. И этим классно. Я не могу прям со 100%. Я здесь вот 50/50. Либо Алиби, либо его соперник. 50/50 это в пользу бедных. Ну, пускай будет в пользу бедных, но вот я обосновал свое. Почему я считаю, что 50/50. Я не могу Ну, сказать, все то, бойцы же там до конца дерутся, и все бойцы хотят. ну, я сейчас победить. тебе это... Ну, конечно же. Наверное, все-таки у всех бойцов бьются они до конца, но мотивация у них наверняка разная. Когда у тебя есть еще впереди по контракту 3 поединка, и этот ты, в принципе, ну, как-то теоретически можешь проиграть. А здесь поражение, это прям 100% с тобой не заключат договор. Нет, Как, кстати. ну, вот могут заключить, но это тоже, так знаешь, так вилами по воде писано, там дофига кому надо пойти, там что-то прям такое нереально. Но в любом случае надо выложиться на 150%, что даже ты проигрывая, увидели, что ты просто нереальнейший красавчик. То есть мотивация должна быть. А у тебя есть какие-то, может, ну, не инсайды, ты же с Айбеком Шакпутовым хорошо общаешься? Айгаем, да. Может быть, он что-то рассказывал уже, там, насколько, не знаю, там, Альби комфортно проходит тут лагерь к этому бою. Там, как Мы об этом не разговаривали, но я разговаривали. думаю, что сейчас все в руках Алиби. Все. Все в руках Алиби. Как будто бы я вот смотрел его поединки, да? Конечно же, да. У него соперники совсем другие. Не то, что были здесь в Найза. Это факт. Там пацаны бились до конца. Это чувствовалось. Вообще просто совсем другие соперники. Это было классно. И Алиби, то, что победил их обоих, это тоже было классно. Он показал, что он
Они все показывали уровень UFC. Однозначно уровень UFC не показали. Но это теперь уже настоящий турнир, другая лига. И я надеюсь, что настрой у Алиби будет соответствующий. Потому что здесь как раз-таки каждый бой может быть последним. Ну вот, кстати, Сложно говорить. За тоже Алиби очень сложно чуть говорить. отойдем от темы тогда. Интересный кейс произошел по поводу там, побед, поражений. После турнира в Абу-Даби, Мгм. вот, на который я ездил, был боец Марчин Будай. 7-1 у него был рекорд. И, собственно, Майкл. после победы, какой-то Так. третий, по-моему, в серии, уволили его. Представляешь? Вот, то есть сегодня уже UFC все равно чуть по другим правилам играет. И ты можешь там побеждать, иметь там 7-1 рекорд, вот, но при этом тебя не будут просто переподписывать. Слушай, ну вот смотри. Зачем тогда это шоу, если они уволят победителя? Нет, Или не победителя они точно заключат возьмут. договор? Они Победителя они точно столько возьмут. денег Просто они могут вообще и проигравшего тоже взять. воткнули во все это, чтобы не подписать договор с победителем. Я в Не, в этом не вижу победителе я смысла. уверен, хотя тоже не, в победителем я уверен, да, там 105%. Но проигравший тоже подписывают, и, в принципе, можно ярко подраться. Я к тому, что интересно было бы, наверное, послушать зрителям про какие-то, может быть, там, не знаю, тактики, технические, там, характеристики бойцов. Вот, может, ты что-то про это можешь рассказать. А так, ну, мне кажется, что эта мотивация, она в любом случае в каждом бою в UFC, когда ты уже на такой вершине, все мечтают о поясе. Вот кто уже до тут добрался, кроме, не знаю, каких самых отбитых, наверное, бойцов. Поэтому, Не, конечно, я согласен с тобой, Майкл. Я же говорю, возможно, просто не у всех такое чувство, понимаешь, что этот бой может быть твоим последним. Понимаешь, вот он точно будет последним, если ты не выиграешь, он будет последним. Вот сейчас, мне кажется, у Алиби именно такое ощущение должно быть, по крайней мере, что если ты проиграл, то ты не в UFC. И это яркий прям показатель того, что, в смысле, стимул для того, чтобы он показал 120% своего потенциала полностью. Он сейчас там, где, в ATT, да, он? да. В ATT он поехал, он там акклиматизацию прошел уже, все нормально, он там тренируется, занимается с пацанами, учит английский язык, ему надо это все. То есть уже системно как-то подходит к этому, мне очень нравится это все. Молодец. Я, честно сказать, очень сильно переживаю за Алиби, очень сильно. Я надеюсь, все хорошо будет у него. Но, как бы то ни было, в общем, я, честно сказать, я переживаю за Алибишку. Виктория спрашивает про Данила Донченко. А, это Виктория спросила, да? Да. За Данила Донченко тоже, ну, не так переживаю, как за Алиби. Алиби же он родной прям. А Данил Донченко красавчик. Очень желаю ему победы. Дарлин, Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Ну, на самом деле, действительно, да, финал интересный. У обоих хорошие прям соперники еще. Причем соперник Алиби, он прям такой борцуха-борцуха. Вот, именно у Дарки будет сложно его удосрочить. Но прям хорошо, что финалы подобрались максимально сложные. То есть, по-честному, по-спортивному получилось в этом шоу. Что у Дани тоже прям хороший соперник, серьезная угроза. Что у Альби тоже серьезная угроза. Так что, да, классно, что они открывают турнир, значимый турнир. Так что, да. Я вот прям думаю, что, не знаю, как-то либо днем отосплюсь перед 319-м, хотя там будет ACA, и Урал FC тоже будет. За день до этого не знаю, как я вообще высплюсь. Вот хочется прямо от начала до конца турнирчик посмотреть. Здраво очень. Окей, поговорили про тех, кто в Америке. Также сейчас в Америке находится, не знаю, видел ты или нет, Муратбек Касымбай, Бекзат Алмахан и Еркебулан Токтар. Вот Виктория, Давайте поздравим. да, хочет поздравить Муратбека Касымбая с днем рождения. У него, Сколько по-моему, ему вчера было только. Я думаю, Наверное, что ему что-то 30, наверное, порядка что-то 30 может лет, быть. да. Да. Да, Мура красава. Вот тоже лично с ним знаком, много чего с ним записывали. Супер позитивный всегда. Никогда не видел его в плохом каком-то настроении. Ну, ко мне. Вот, так что... У меня с ним нет общения, кстати, ты знаешь? Не. Тоже он тебя забанил? Я с кем только не поругался. А он за что? Там был момент один. У меня есть на ютубе там по грэпплингу, где участвовал
Грипс какой-нибудь. Орланга и Про. Там была тема. Он не вышел на 3-й раунд или на 2-й раунд. Вот. И ты его сказал, все, для меня. Я ты- сказал, что за нафиг, в смысле не выходишь? В смысле не выходишь? Что вы за договорники у вас там? Он... 3-й раунд не в смысле первые Второй два раунд, прошло. он Раунд это в смысле схватка, да? Да, нет. Там была тема, то, что один борец был Алмаз Ализакова, и Хасымбай, как я понял, не сделал вес. М. А он был чемпионом. Он не сделал вес, но он сказал, что вот я не буду гонять вес, как мне сказали. Говорит, я не буду гонять вес. Все. Но если в первом раунде, интересно, какой-то номер. Но если, говорит, в первом раунде я не смогу вас, типа, финишировать, или, да, или будет ничья, что-то в этом роде, то я отдаю вам. И вот, короче, там 5 минут прошло, и чё, мы сидим все. В смысле, и чё? Все, я не буду дальше бороться. Говорит. Ну, сдержал слово, получается. Не сделал вес, получается. Не, ну Понимаешь? согласились на бой с ним? На схватку. Ну а мы что пришли? На договорники их смотреть, что ли? Там толпа, серьезные пацаны сидели. Прям серьезные пацаны сидели, и мы не поняли вообще этих движений. Я сказал, в смысле, вы что? Что за договорники между собойчики вы там устраиваете? Мгм. Я эту тему... И все, после этого у нас общение прекратилось. Окей. Я думаю, сейчас инсайды опять будут, что они в Америке делают. Тоже не успел еще спросить. А что Интересно. они делают в Америке, ты знаешь? Кто Нет, ты сказал там? Касымбай? Касымбай, Бигзат и Бигзат Эркбулан Алмахан. Ну, Токтар. Бигзат-то понятно, что он Ну, делает. Бигзат, да, вот просто там еще... А, кстати, вот про Бигзата давай поговорим. Он же там с кем сейчас выходит? В октябре, да? С каким-то серьезным дяденькой. Так, подожди. По-моему, Азату дали бой. Это Азату Бигзату, дали. Это по-моему, Азату еще- дали. А Азату кого Бигзату тоже дали бой. дали? И да-да-да. Бигзату тоже дали. Да. А значит, Азату еще не дали. Сейчас давай я посмотрю точно, чтобы не этот... Нет, быть Азату голословным. дали. А вот Бигзату я, кстати, не видел. Мы с ним общались же в Абу-Даби тоже, на OE Warriors. Он сказал, что... Ты был в Абу-Даби? Да, вроде В он смысле, сказал, ты был что... за границей? Сейчас, Бигзат. За кордоном? Видимо, готовится к чему-то, могу сейчас ошибаться. Мне казалось, что он мне говорил, что типа к чему-то уже готовится. Столько всего. Хотя нет, какой-то официальной информации нету. Но, видимо, к чему-то готовится, значит. У него последний был Катона. Да пускай там вообще двигается, пускай там живет, пока сюда не привезет поезд. Я вот за это сюда приезжает там на неделю, на 2. И дальше сюда, в Штаты Там же пускай. Там, основная короче, тема и в начале была тоже, что очень дорого. То есть там месяц, я так понимаю, 5 уходит. у минимум. них там нормальные есть, по-моему, уже спонсоры. Ничего страшного. Хотите быть причастными к казаху, который привез сюда в Казахстан чемпионский пояс UFC? Вот меценаты. Ну, чуть-чуть давайте кшкине, да, бабками помогайте пацанам. Им здесь в Казахстане ловить нечего. Они должны жить, тренироваться, разговаривать, учиться на английском. Там, в Штатах, баста. Самый большой, самого всего там этих спарринг-партнеров именно там. Самые красавчики приезжают со всего мира. Хотите постоять рядом с ним, быть причастными, войти в историю казахстанского ММА. Да, как те люди, которые хоть что-то сделали для этого парнишки. Платите деньги, алло. Есть же возможность у вас. Есть. Сколько там вместе ты Пятеро говоришь? в месяц. Да господи, я уверен, 5 в месяц, ну ничто для вас. Вообще ничто. 10 смело можете давать. Смело. И даже не почувствуете. Зато потом, нифига себе, приедет наш Батыр с чемпионским поясом. Вам скажет рахмет большой осындай ағама көмектесті өз кезінде. Классно же. Так, что еще у нас есть интересного? У меня есть пару инсайдов. Я думал, Давайте. вообще от тебя тоже услышать их Давайте. по ACA, который будет 19 сентября. О, Ты- да. Ты, Ой, это кстати, офигенно, офигенно. ну, общался уже по аккредитации почему-то, пока нет? Еще нет? Ну, я думаю, с тобой, через тебя я сделаю это все. Да. Я тоже чуть удивлен, что они пока как-то не промоутируют турнир. А потому какого что числа? 19 сентября. О, До него совсем осталось, рядом же, да, уже там около месяца. Вот, при этом они никаких пар пока не анонсировали. Но я уже некоторые пары знаю. Давай. В главном бою вечера обещают сделать Асылжана Бакаджанулы против Евгения Ерохина. Ирохин, это кто? Боец ACA. Серьезный парень? Хороший достаточно. Ударник? Да, чисто Мгм. ударник. Мгм. Ну, он вообще панкратионист, есть такое слово. Мгм. Занимался, выступал Мгм. по панкратиону много, но такой ударник, хороший, бьющий. Мгм. Потом все главное бой вечера Артем
Будет Против? соперника, я не могу сказать. Ну, на камеру меня просили пока не говорить. Вот, но соперник. Мы его знаем? Мы, Ну, в смысле, я, да. Ну, не супер очевидный вариант. мгм. Не Значит, мы супер его очевидный. не знаем, окей. Ну да, то есть, не, кто смотрит ACA, это его знает, но не кто-то Мгм, супер мгм. именитый. Борчик В том числе. в том числе. Ты Окей, мамашник. окей. Потом должен на этом турнире, я так понимаю, что без контракта, но должен выступить Адиль Боранбаев. Мгм, мгм. Бля, А, Адилек вообще монстр, короче, есть же. Вот, да, то есть он такой Нурсултан ветеранчик. Хасамханов не будет биться? Не знаю, про него не слышал. А это Багдос Багдос должен вернуться, Мгм. тоже я слышал. в 70? По весу тоже не знаю, но, скорее Мгм. всего, да, уже точно ему не Мгм. дадут драться в 66, Мгм. потому что он ни Мгм. разу там не сделал этот вес. Мгм. И еще молодой парень, я забыл фамилию, с октагона, пацанчик, 25 лет, хороший достаточно. Ализаковские не будут? Вот там- это я кого знаю, может быть, будет Как и это, больше. господи, Шухатаев. Да, Шухатаев? да, Это Ализаковский пацан. Вот. Мгм. Точняк. Мгм. Вот, он будет, потом будет, я знаю, ну, из казахстанских бойцов все, кого я знаю, будет еще там с Кыргызстана, Мгм. Кыргызстан против Таджикистана будет одна пара, вот. Ну, все равно, просто мне интересно, чуть почему не анонсируют карт, потому что уже действительно остался всего месяц, и как-то и билет в продаже, я так понимаю, пока еще нет. А где будет? Обещали в Алмате-арене. Блин, нафиг это? Поговори с отцом, Не, я-то что? со Сламбеком. Я думаю, Скажи знаешь, ему, что тоже это Алматы-арена, это вообще такой дохлый номер. Ты же какие-то типа разрешения просишь, я так понимаю, ну, в любом случае, вот они, и уже Самое там на главное, любую это дату просто не сделать сможешь. вот за баланшулак. Ну, я тоже поддерживаю, мне тоже нравится больше Вообще, сейчас. нафиг это надо Алматы-арена? Это где-то жопа мира вообще. Непонятная. Вот, короче, на данный момент карта выглядит примерно так. Ну, классно. Болеем за наших. Очень сильно. Вот, ну, ты послушал, да, примерные там пары так. имена. Как ты считаешь, там, по народу и, в принципе, по ажиотажу, насколько громко получится? Тухло. 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 Если бы там был бы Арман Успанов против... Я знаю, что Реванш его против пытались. Расула Мирзаева. Его пытались Окей. затянуть. но- Тогда было бы возможно, Арман Успанов наверняка собрал бы Алматы-арену. А эти парни, я думаю, максимум на что могут рассчитывать, это баланшулак. Причем мне кажется, что в целом, наверное, деньгами можно было бы решить историю как раз С Арманом? Аспанов как раз против Мирзаева, что Мирзаев Это недавно же офигенно дрался в было бы. Намаде. И он, что- кстати, здесь где-то в Казахстане двигался. Вот Да, он последнее. недавно В Костанае, да? или в Костанае, или в В Астану Костанае там приезжал. двигался, Я тоже я видел. видел. Да, мне кажется, что могли в целом Это деньгами шикарно скидать было бы. ребят. И наверняка, мне кажется, это и не совсем дорого было бы. Не, ну это было бы дорого, потому что... Ну, мне кажется, это не было бы дорого прям, брат. Потому что, Ну, ну, все-таки они уже не действующие бойцы. Но они понимают, то есть они понимают свою нужность. Знаешь, когда ты понимаешь свою Ну да, нужность для да, да, турнира, да. ты, Дорога наверное, да, ложка когда кобила, тебе да? нужен, когда тебе там нужен Мгм. бой, ты можешь как-то подвинуться. А когда Согласен. ты понимаешь, что ты нужен, промоушен. ты Это не было можешь бы двигаться. шикарно. Я бы купил билет на такое самое, да, я бы прям тебя и бесплатно даже в аккредитуют. Алматы-арену поехал бы. Ну, я имею в виду, если бы я не был бы таким нереальным красавчиком, как сейчас, я бы поехал туда, купил бы билет, Мгм. занял бы денег, отвечаю. А вот что кроме вот Ограбил все бы равно у нас, кого-нибудь. да, Аспанов, это боец, который сейчас в отпуске. Что еще могло бы привлечь внимание? Артем Резников и Юсуф Раисов. Ну, они дрались недавно. Не, ну совсем. ты спросил, я тебе ответил. То есть еще третий раз было бы интересно. Похеру я бы пошел, Мгм. отвечаю. Еще кто было бы классно, знаешь, кто? Давай посмотрим, что там с актюбинскими парнями. У кого там такая не закопан томагавк войны. А вот у Жалгаса эксклюзив, правильно? Ну, наверное, я не знаю, но он чем? Мгм. Хотя, может быть, какой-нибудь... Хотя нет, вряд ли. Прям, да, вот как-то и не нарисовать пока какую-то громкую пару для бойца какого-нибудь свободного агента, чтобы прям громкая история была. Куат Хамитов в целом интересен, наверное. Но тоже непонятно, Я такой ли общался с ним масштаб. недавно. Куат Хамитов было бы классно, знаешь, с кем? А что, кстати, с Марием Фапираевым? Панкреатит. Это с желудком, да, что-то? Это воспаление поджелудочной вроде. Офигеть, бедолага. Он на 40 Выздоровление, дней, он брат. сейчас в больнице, как мне рассказали.
Всё, вот Это такой потому, что товарищ. он гонял вес, да? Непонятно, это панкреатит, он просто проблемы типа Ну, это, скорее всего, когда ты гоняешь там вес, много типа всего, ну, диета, наверное, нагрузки, какая-нибудь диета, жесткая. возможно, какие-то препараты, то есть это в целом панкреатит не Ай-яй-яй. только у тех, У кто него есть гоняет дети, вес. да? Детей нету, да, у него? Не женатый же чувак. Я не знаю, есть, по-моему, дети у него. Есть, да? Жена точно есть у него, Жена есть, да? Бедолага. мне кажется. Брат. А как это на панкреатит Вообще, влияет? особенно, да, вот чуваков, с которыми ты знаком, так пообщался, жалко, да, вообще, вдвойне. Я имею в виду, вот если... Я в целом, знаешь, я вот тоже личную историю расскажу. Давай. На борьбу ходил неделю назад. Так. Ну, решил В Абу-Даби? побороться. Не, На здесь. борьбу в Абу-Даби. Нет, Я хожу на борьбу только к в Руслану Абу-Даби, да? Исраилову, да, я Так. хожу вот, на борьбу в клуб, который называется АИГА Грэпплинг, Майкл. да? Окей, окей, окей. АИГА Грэпплинг. Ты так засмеялся, подумал, вдруг неправильно сказал. Короче, боролся там с парнем, ну, около новичком, и он, с ними борешься, они такие деревянные ребята, он как на меня навалился, и, короче, раз, ребро хрустнуло, У тебя? да. Так. И все, адская боль, вообще лютая адская боль. Я дышать даже не мог. Заяву написал на него? Да, да, конечно, его уже посадили, вот, на электрический стул. Да нет, короче, адская боль. Все, дышать даже не могу вздохнуть. Подумал, что все, не знаю, чуть легкое пробито или что. Я реально жестко испугался. Офигеть. Но мне ребята говорят, типа, там потрогали, конечно, они там эти хироманты, ну, хиропрактики. Ну, говорят, типа, нет, чувствуем, у тебя ничего не сломано, но у тебя этот... Но больше к нам не приходи, да? С камер видео все удалили, что если умру. Нет, короче, говорят, скорее всего, у тебя межреберная невралгия. Ну, пошел, сделал я КТ, потому что вообще не дышать, не лежать, ничего не мог. Все, говорят, да, у тебя там воспаление, межреберная невралгия. Капельницы мне прописали, вот я чуть полежал под капельницами. Ну, короче, я к чему это все говорю? Я до этого не понимал никогда, знаешь, вот ты просто когда начал говорить про Касымбая, что типа он не вышел на третий раунд, ты так сказал, я просто совсем понял, что На за второй история. раунд или Ну, на на второй третий? раунд, Ага. неважно. Что за история. Но я, когда у меня вот эта травма случилась, вспомнил историю Георгия Кичигина. У него в свое время был One Championship бой с Кадестом. Это... Бля, я видел этот бой, ёпта, кадыч. И, короче, Кичигин, он не вышел на второй раунд, Офигеть. хотя выигрывал первый. И Офигеть. сказал, типа, я не могу дышать, не могу, типа, дальше продолжать. А глава Ван, он такой, типа, мужик, такой, типа, с понятиями, японец, и он говорит, сделай рентген. Рентген показал, что у него нет ни перелома, ни этой трещины. И его уволили сразу за это, хотя он был, типа, претендентом и на победной серии до этого шел. Это был чемпионский бой. Да, я же говорю. Его уволили сразу же после этого, только потому, что у него не было ни перелома, ни, короче, трещины. И я тогда тоже такой думаю, ну как так можно? Типа, у тебя самый главный бой в твоей жизни, потому что я еще хорошо с менеджментом общался, Георгия, и они мне говорили, что победа в этом бою, она бы изменила бы его жизнь, потому что гонорары бы пошли бы, вот там, как у Анатолия Малыхина, условно. То есть там 50 там, плюс тысяч долларов там только за выход уже был бы после победы над Кадастом. И суть в том, что его уволили с лиги, и я тогда тоже такой думаю, блин, вот ты боец, типа всю свою жизнь тратишь на тренировки, и какая-то травма, причем это не перелом ребра и не трещина, тебя остановить могла. Короче, получил такую же и понял, что вообще нереально. Мне настолько стало... Ну, знаешь, я вот тоже раньше думал, что все, у тебя там адреналин, ты обязан выйти, типа, хоть лучше в нокаут упади. А сейчас я понимаю, что даже... Не знаю, я вот ничего не мог делать. Вот все, просто это как болевой шок какой-то. Не дышать не можешь, ничего. У меня даже сейчас вот уже прошла неделя, получается, с травмы, и все равно там какие-то... Не, Майкл, Поворачиваться очень немножко ты ошибаешься здесь, потому что физическая подготовка и состояние бойца, она другая, чем наша. Так а нервы, они никак не... Я понимаю, что, возможно, и нервы, не нервы, если... Это типа у тебя нерв, то есть нерв, ты его не можешь натренировать, нерв не тренируется. Это просто типа... Ну, у тебя все, просто карьера на этом закончилась? Ты больше бороться не будешь? 2 недели, я сейчас вот говорю, вот чуть-чуть я потом? повернусь, А я потом? хочу бороться снова. Ну, как ты будешь бороться? У тебя там нерв. Я надеюсь, что это заживет. Ну, Это как? должен пройти, воспаление должно пройти, ну, на ребрах. У меня же травму получил. Вот там отек, воспаление это пройдет, я там мажу всякими мазями, на капельницы ходил и надеюсь вернуться. Не, я очень хочу вернуться. Мне все, типа, вот ребята, которые бойцы, стали писать, что, типа, ну, надо будет первое время на бейсболах там бороться. Вот это я не хочу, конечно, ну, типа, там что-нибудь закидываться чем-то и тренироваться. То есть вот это Надеюсь, такая... Я, пройдет короче, сделал выпуск после... Как, короче, он... Блин, я еще... Про Я Кичигина? помню, да, этот бой...
Вообще, честно сказать. Он тогда обиделся на меня, я сделал жесткий выпуск. Ну, видишь, вот, и я к чему говорю, у меня тоже, знаешь, при недостатке данных было мнение другое по этой ситуации. Я тогда Нет, выпуск не Майкл, делал, но... нет, Майкл. Я понимаю, что есть какие-то недостатки данных, там, допустим, да, ты это вдруг почувствовал на себе и что-то в этом роде. Я все прекрасно понимаю, но это не отмазка. Это не причина вообще. Почему не причина? Потому что я считаю, что это не причина. У каждого Ну, свое... а ты объяснить можешь? Да, я могу объяснить. Я считаю, что если есть такие какие-то позывы, если там что-нибудь такое понимаешь, ты должен выходить на бой, когда ты понимаешь, что с тобой такая Нет, невралгия так не понятно. получится. Вот Не, и все. а тут же как бы реально просто... Знаешь, я говорю, я так же думал. Значит, смотри, вот ты Мгм. мог в тот момент что-то сделать так, чтобы этого не произошло? Нет, это просто тупо Значит, случайность. это значит, то, что мы бы таких травм, да, когда человек вроде ничего с ним не произошло, мы должны видеть их Они повсюду. есть. Вот был, знаешь, где у Энтони Петтиса... Офигеть, ты вспомнил. Энтони Петтис, Нет, блядь, это в ты каком говоришь... вообще, в Нет, каком недавно веке это было в до нашей PFL. эры это Да, это было было? в PFL, кстати. Это Петтис, было блин. пару То лет есть назад. ты понимаешь, то есть вот пару лет назад, это все, что ты смог Ну, вспомнить это... пару лет Ну, назад, это... брат. Смотри, эта А травма, до она... этого мы сейчас давай вспомним, это до этого был Кичигин, понимаешь, там между ними, короче, размах, опять же, Да я там думаю, что кто-то года точно был с 4. межреберной невралгией. Нет, брат, я думаю так, братан, здесь немножко, короче, если бы это такая тема была бы, знаешь, там, что мы бы слышали о ней. Вот сейчас ты мне рассказал, я как будто, Вот, ну я, окей. короче, знаешь, как ты просто говорил про то, что жалко всех, ну, с кем, типа, ты общаться начинаешь, а мне стало жалко всех, у кого межреберная невралгия, пока сам не Ну да, прочувствуешь. это возможно, понимаешь, то, что такое, я ничего не говорю. Просто вот в тот момент вот с Кичигиным, когда вот он дрался, Кадастам, да, Кадастам, Зебастьян. да, Себастьян Кадастам. Зебастьян. Я, короче, да, потом смотри, дядя Расул Джамалдиев, да, вот этот. Офигеть, ну, каждый в своем доме, короче, смотрит, когда он не вышел, и там еще Эдир Таншанло, его тренер. И он ему говорит, выходи, выходи. Он говорит, я не выйду. И все. Да я это тоже помню, Сула, я ж тебе говорю. И знаешь, это... Вот сейчас вот ты прям напомнил. Это, кстати, плохая тема сейчас вот для обсуждения. Но просто я там... Ну, вспомни тогда свои ощущения болевые. Видел ли ты такие же ощущения у Кичигина? Да, ты не можешь двигаться. Я говорю, ну, вообще, интересно, кстати, пересмотреть. Я просто помню свои мысли про этот А бой. почему ты думаешь, что у него была такая же тема? А он потом это где-то говорил. Я прям это вспомнил, почему. Я просто хорошо общаюсь с менеджментом своего. Он тогда выступал за команду «Рать». Я очень хорошо общаюсь с Александром Скорединым. И он мне тогда, типа, тоже Ну, здесь рассказывал, нет что они, Майкл. типа, были в шоке. Ну, вот последняя тема, собственно, и на этом закончим. Как раз интересное хотя бы что-то сегодня, правильно? И он как раз про это рассказывал, что все были в шоке, и там и руководство лиги, и его Офигеть команда. вообще просто. Ну, я говорю, когда я на себе это прочувствовал, я немножко верил, просто, ну, я там руки ломал, ноги ломал. Я такой боли никогда в жизни... Вообще, в принципе, вот там весь спектр моей боли, который в жизни был, он не сравним с тем, что случилось тогда. Я реально говорю, еще чуть страшно то, что ты не понимаешь, что случилось. Я думал, что у меня пробито легкое. Вот. У Ну меня вот такая мысль была. это все, конечно, понимаешь, там это, но профессиональный боец это не я и не ты. Не, а в чем На здесь? таком уровне надо терпеть боль. Нет, это не... Блин, короче, Надо это терпеть невозможно. У боль, меня это и все, у меня и понимаешь? болевой порог Возможно, у тебя просто такой болевой порог. он высокий. А я ну. считаю, что у профессионального бойца этот болевой порог еще хуже, еще в смысле, еще сильнее. Вот. Потому что они живут, брат, на этим. Понимаешь, эти всякие боли, тем более это не UFC, где там тебя проверяют там твою мочу там каждые 5 минут, там, скажем, да, образно. Это все-таки One Championship, где примерно понимаешь, что почем, где могут тебе вколоть. Ты сейчас можешь говорить много всего, опять же, знаешь, и это будет на том же уровне, на котором говорю я. Я не могу подтвердить так же, как и ты не можешь подтвердить. Вот и все. Мы можем только предполагать. То есть твое предположение против моего предположения, вот и все. Да у Но нас- в целом я считаю, что болевой порог у бойца гораздо выше, чем у не бойца. И он должен быть таким. И он должен, человек, выходить, невзирая ни на что. Потому что это твоя работа. Если я не выйду, окей, это нормально.
Мы видели много раз, как бойцы, там, его гонг спас. Его спас гонг, а там ему и печень пробили, он уже дышать не может. Там любой удар, маленький тычок в печень, он уже умирает, понимаешь? А там была ситуация другая, Майкл. Там была другая. Вот и Короче, все. Если... Но Кичигина мы хорошо знаем, он молодец, он первый казахстанский боец, который выиграл чемпионский пояс Fight Nights Global. Я был на этом турнире, он дрался с Гаджимурат Гаджимурат Хирамагомедовым. Вот, тогда, к сожалению, Жалгар Жумагулов потерпел поражение от Вартана Сатряна в Астане. Офигенный был турнир, суперский. Вот. Но, да, это такой печальный эпизод в карьере Кичигина. Я это все помню, я это все видел. Ну, Знаешь, короче, было бы не так адски больно, я бы сказал бы, знаешь, типа, тебе советую такой пережить опыт, но я не советую точно никому, потому что, блин, вообще, я просто надеюсь, никогда со мной это не повторится. да, конечно, Ад. никто не говорит, Майкл, я же еще раз говорю. Нет, тут я даже не знаю, тут боец, не боец. Во-первых, понимаешь, во-первых, мы с тобой, да, вот, поняли одну простую вещь. Бойцу верить нельзя. Это факт, да. Просто вот Что там было? для меня, Хз. для меня все равно... Какая там была травма вот в тот момент, почему это произошло? Это А у было тебя, кстати, или не это у было? тебя тогда какая была версия? Не хочу говорить. А, там типа что-то было плохое, что типа там продал бой, что-то такое, типа, нет? Нет, А, нет? я не говорил, что А, продал окей. бой. Я просто не знаю, я видео это не смотрел, поэтому То есть спрашиваю. мы, во-первых, не знаем, что там настоящая самая причина. Вот эта вот невралгия, про которую ты говоришь, или это было что-то другое, ну, допустим, а когда мы потом, этого не знаем. Но мы знаем, я лично знаю одну простую вещь. У профессионального бойца, если что-то вдруг не получилось, господи, миллион таких нереальных причин. Сука, ты когда их услышал, и ты потом после думаешь, да как я могу хоть как-то его чуть-чуть закритиковать? Это же святой человек. Это же каждое его слово, это прям песня, мед, это правда, это Божьи слова. Понимаешь? Ты же сам знаешь. Стоит ему проиграть, и это просто вообще труба. Это инопланетяне, короче, знаешь, там. У меня вот записка от мамы и папы, у меня освобождение от физкультуры, у меня проездной, чего там только не могут воткнуть, все что угодно. И я не понимаю, почему ты как-то сам этому всему веришь. Верю? Нет, Да. я говорю тебе про межреберную невралгию. Ну, что я это сам а при испытал, чем тут он и межреберная Потому что- невралгия? потому что я очень долго, не, я даже не очень долго, я очень долго удивлялся с того, как можно было отказаться от типа титульного боя, Ну. когда ты выиграл первый раунд. А сейчас я понимаю, что, ну и почему мы сделали снимок, он тогда говорил про межреберную Почему ты невралгию. веришь этому, я тебя спрашиваю? А что может быть-то еще? У меня появились новые Ты данные. что, первый раз замужем, что ли? Не, Господи, мне боже просто мой. интересно, а что, типа, просто, типа, решил не Да драться? все что угодно Вот, я может хочу быть, но услышать я понял одну версию простую такая. вещь. Профессиональному бойцу верить нельзя. Да не, это Возьми, просто понятно. сделай все наоборот, что он говорит, и это, скорее всего, Не, будет мне правдой. интересно версию послушать. Версии, брат, может быть, любую возьми версию, кроме той, что он говорит. И, возможно, ты прямо попадешь. Это вот точно не то, что он говорит. Вот это я понял. Вот если профессиональный боец называет какую-то причину своего поражения, вот причина была, это 100% это не это. Вот прям 100. Вот это мы можем однозначно, короче, убрать, короче, за скобки. Это не то, что нужно. Все, что другое, что он не назвал, может быть. А что он назвал, 100 пудов не то. Вот в этом я убедился 1000000%. Однозначно, господи, там никому нельзя верить. Ни бойцам, ни тренерам, вообще никому. Мне можно. Виктория предлагает тебе обсудить Найзу 76. Я очень Жуман хочу Жумабеков. посмотреть этот бой. Я хотел бы его посмотреть вообще вживую, потому что моя карьера как ММА-журналиста, ММА-блогера началась. Я первый бой вживую, который посмотрел, это был бой Жумана Жумабекова. Он дрался против кыргызского файтера, команда Fighter KG. Господи, Агашка, как же... Fighter KG. Парнишка было погоняло у него, даже я сейчас не помню, как у него погоняло. Но тогда Жуманчик победил. Это было 11 лет назад, офигеть. В Шымкенте.
серия турниров Алаш Прайда, посвященных 550-летию казахского ханства, казах батырлары. Офигенно, как же это было круто. И этот бой я хотел посмотреть, потому что Жуман Жумабеков, как объявил, что проведет свой последний поединок в ММА. Ну, он, правда, уже несколько раз по это говорил. По ММА. Ну, Но его последний поединок по ММА пройдет тогда, когда я его увижу вживую. ну вот, видимо. Вот. А где он пройдет? В Алмате же. ADD арена. Значит, это знак. Приходите на ADD арену, если вдруг достанете билеты, а их, скорее всего, уже нету. И посмотрите последний бой. А, кстати, он же будет каким-то бразилом драться, да? Да. Это команда Dark Horse. Мне пацанчик, это менеджер Dark Horse пишет. Мгм. Нет. Говорит, серьезно, говорит, настроен. Хочет очень подраться. Так что будем смотреть, будем ждать В этом плане красивейший, Dark Horse молодцы, что они в жесточенный своих верят. нокаут. Ребят, в своих бразилов верят всегда. Вот. Учат их русскому языку, а что им Да. остается еще в России, если живут. Прикольно, прикольно будет бой. А кто главный бой? Это и будет Они главный бой? главный бой, да. А Со главный? Офигеть. Виктория, не знаю, какой будет Со главный бой. Вас еще не уволили, да? После сегодняшнего подкаста, который не выйдет, уволят. Ну, все, наверное, да, на этом? Да, мне надо бежать. Да, сегодня у Сулы ограниченное время, у нас сегодня ограниченное число участников подкаста. Так, не забывайте, друзья, подписываться на наши социальные сети. У нас есть и Инстаграм, и ТикТок, и Ютубчик, на котором вы смотрите сегодняшний подкаст в формате 16:9. Сула, спасибо, что был Да. с нами. До свидания. Всем пока. Салам алейкум. Всем пока, салам алейкум. Аривидерчи.